Что мне посмертная хвала, что слава, кто ей не обманут? Что в том, что за мои дела меня потом добром помянут? Пусть гинет холмик на погосте, пусть зарастает сорняком тропа, ведущая к могиле, и не напомнит ни о ком, кто жил в цветущем этом мире. Когда я буду в мертвом сне, венков не надо на ограду, не ставьте памятника мне, наивных почестей не надо. Зачем? Я не услышу их, меня никто уж не разбудит. Ни слов моих, ни чувств моих не будет, слышите, не будет. Непостижим загробный кров. Я на похоронах была у него. Помню, темно было, фонарем похоронили. И меня взяли. И я помню, народу не так много было. И помню, что могила, но вокруг могилы все-таки народу вокруг стояло порядочно, но не так много. Потом смотрю, там стоит дядя Иван Николаевич, он тогда наркомом работал. Увидел меня, рассердился, обиделся, видимо, почему ребенка перевели в похорону. Посмотрел на меня так строго. Я испугалась и спряталась. Ничего не помню, только помню, что Аюнский выступал. Это было время, когда Аюнский только что вернулся в родные края. В ермолке, демисезонном пальто, в легких ботинках Аюнский был погружен в мысли об Алампа. Говорят, что за повозкой с телом умершего друга Платон Алексеевич шел совсем один. О чем он думал тогда? К гробу с телом друга стремительно подошел Адам Скрябин, взмахнул смычком, и над срединным миром зазвучали пронзительные звуки скрипки. Удивительно, в последний путь Кулаковского в вечность проводил Алампа, бывший в то время в Москве, а его в последний путь приехавший из Москвы Аюнский. Так распорядилась судьба, незримыми нитями связавшая дорогих друг другу людей. Случайно в каком-то музее, вдруг, значит, там газетку я вижу, и вот такая короткая заметка такая, вот, буквально 5 строчек, и подписано Сафронов, там даже без имени, вот эта заметка о смерти Кулаковского. И ничего-то нет в этой заметке абсолютно, никакого ни образа, ничего. А с другой стороны, вот она вверстанная вот в эту газетную свинцовую полосу, вдруг она как-то выделяется, и вдруг наполнена, оказывается, каким-то совершенно другим смыслом. То есть вот та энергетика слова, даже когда она, энергетика чувства, даже когда она зажата казенными газетными словами, она все равно вырывается из них и каким-то образом вот прорывается и светит. То, что вот Аниподист Иванович, он оказался рядом с Алексеем Елисеевичем, это, конечно же, это все не случайно, это все вот относится к другому бытию. То есть это не то вот просто вот бытие, которым живем мы. Это не просто единомышленники, это соединники. Они одинаково думают, одинаково чувствуют. Они живут не столько здесь, сколько в другом пространстве, в другом времени. И живут вместе. И поэтому, так сказать, вот их чувства, которые соединяют,
они необыкновенно глубоки и необыкновенно остро переживаются. Сердечно приветствую первый съезд литераторов Сибири, единокровных со мною и людей других племен суровой великой страны. Не зная языка бурят и якутов Саха, я, наверное, все-таки понял бы прекрасное чувство, вложенное автором поэмы «Кысыл-Аюн», и услышал бы слова анимпадиста Сафронова: «Настал желанный день расплодить по всей земле бесконечное добро». Как он воспринимал этот окружающий мир, с каким трагическим восприятием, и в то же время с долей оптимизма какого-то народ человеческий. Я ощутил, что это большой, огромный поэт, с таким внутренним, огромным содержанием, духовным содержанием, как он воспринимает мир. Удивительный поэт. У всех у нас грехи свои. И тот, кто стар, и тот, кто молод, все ищут счастья и любви. Все знают нищету и голод. Бывает так, что ночь без сна, злу никакого укорота, но в жизнь врывается весна, и снова счастлив, счастлив кто-то. Тот жаждет славы, это чести, нас ливни хлещут, ветры бьют. Родные, милые, все вместе мы люди, мы народ, мы люд. Грызался в эпоху вот изо всех сил, действительно перейти там из своего шатра, да, вот только представь 50-градусные морозы, этот маленький камелек, в котором там подогревается вода, надо вылезать с него, все. То, что приходилось видеть мне в Якутии, вот уже в таком этнографическом, вернее, отражении. И рвануться, он понимал, что нужна какая-то другая жизнь, как и его современники. И они меняли, Якутия достаточно продвинулась, как и в 20 веке, так и в 21. Поэтому соотносить это как трагедию, на мой взгляд, мое отношение к художникам и того периода, и других, и современных периодов нельзя, потому что у художника есть задача, которую он обязан выполнять и которую он выполняет. В этом смысле он вполне удавшийся человек, он не умер, он жив, он востребован. Но здесь, пока я полон жизни, желаю благодарных слов. Хочу быть признанным в отчизне. Сейчас, пока живой, пока держусь, дышу и плачу, и погружаюсь с головой то в бездну горя, то в удачу, пока работаю как вол, пока в суровых буднях века ищу божественный глагол, чтобы возвысить человека. О, человек, о, род людской, в деяниях, в суете пустой, как он велик и как ничтожен. Спиридонов Кирилл Давыдович, он мобилизовал рабочих из районов и мобилизовал их и отправлял в Булун. И Лампадис Иванович Сафронов у них работал бухгалтером, переводчиком, счетоводом. А отец мой работал приемщиком рыбы. Алампа приехал в Якутск, когда ему еще не было 20 лет. Это и первая газета на якутском языке, первый журнал, культурно-просветительское общество «Саха-Амук», становление Национального театра, съезд тюркоязычных народов Советского Союза, 200-летие Российской академии наук.
и еще во многих важных событиях остался он, Алампа. Калинкина, у них есть одна девушка, якутка, высокая, красивая, хорошо поет, только неграмотная. Сходи к ним, может быть, она согласится. И Алампадис Иванович поехал к ним, уговорил ее. Попробуй, давай поедем, попробуй, может быть, получится. И приехали они, в Саха-Омук тогда был, и репетировали. Тогда с суфлером, она же не читала, он был суфлером, подсказывал ей, и она играла, и он показывал вот так, вот так, вот так. И она стала артисткой. Хорошо она поет, провожал каждый вечер домой. И поженились, полюбил он ее. Дай мне спеть про тебя. Почему не даешь ты мне петь? Твой крепкий сон, твой счастливый сон я не спугну, не встревожу. Твои сокровенные думы, твои затаенные думы я песней своей не разгоню, не рассею. Твои робкие мысли, твои светлые мысли своим пением не напугаю. Я тихонько, тихонько спою, я немножко, немножко спою внутри рта своего. Про себя я спою, а без песни я погибаю. Дай мне спеть про тебя, почему не даешь ты мне петь? Я грустить тебя не заставлю, я печали тебя не навею, о плохом, недостойном вспоминать я не буду. До слез довести я тебя не желаю, и не стану орать, и не стану кричать. Тихо, тихо спою внутри рта своего, про себя я спою, а без песни я погибаю. Я спою, что на этой земле, что под этим сияющим солнцем ты дороже любого богатства, что тебя я всем сердцем, что тебя я всем телом, что тебя я всей кровью горячей бесконечно люблю. Прыгнуть в огонь ради тебя я готов, прыгнуть с утеса в бурлящие воды ради тебя я готов, прыгнуть сверху на острые копья ради тебя я готов, встретить грудью острую пулю ради тебя я готов. Я тебя никогда и ни с чем не обижу, будешь жить ни печали, ни горя не зная. Так позволь, я тихонько, тихонько спою внутри рта своего, про себя я спою, а без песни я погибаю. Ты струилась в жизни моей легче светлой речной струи. Ты светилась в жизни моей ярче, трепетнее звезды. Ты стояла в жизни моей стройным деревцем молодым, свежестью, шелестом ежедневно маня. И вот той же легкой походкой, той же плавной походкой, грациозной походкой уходишь ты от меня. Я гляжу сквозь слезы на тебя, уходящую, и сквозь слезы тебе говорю: пусть тебя огорчения не тронут, пусть тебя все заботы минуют. В эту горестную минуту будь же счастлива, тебе говорю. Любимая женщина ушла от него, это была для него большая трагедия. Но не каждый поэт
возьмется говорить на эту тему. Потому что это как бы мужчине это как бы стыдно и даже неприлично, что вот женщина его покинула. А он свое горе не скрывает. Он говорит об этом совершенно искренне. И чувствуется там великое переживание. И чувствуется действительно такая вот личная трагедия. А лампа пришел отцу, совсем подавленный такой, и говорит: ну, Нюкуска, я теперь не человек, я пропал, у меня нет жизни. Папа говорит: как это так? Ты же нашел свою дорогу, у тебя вон какой авторитет теперь. Все твои произведения напечатаны, вышли, так что ты, наоборот, нашел свою дорогу, авторитет у тебя хороший. Нет, говорит, не так. У меня Дуня изменяет. Без Дуни я не могу жить. У меня нет жизни. Ты сходи к Дуне, пожалуйста, поговори с ней. Может быть, что-нибудь получится. Они же друзьями же были совсем. А папе, видимо, неудобно было идти к женщине. Сказал маме, видимо. И это однажды мама пошла, говорит: я иду к Дуне. Пойдем, говорит мне. Я и пошла с ней. И мы пришли к этому дому. Вот я запомню. Захожу. Я же из деревни девочка, ничего не понимаю таких домов. Захожу, зала такая большая, и заходим в маленькую комнатку. Там сидит важная такая женщина в белой кофточке, на кровати сидит, и перед кроватью ковер лежит. Дуня сказала: Анна, я знаю, зачем ты пришла. Я уже решила, все готово у меня, сегодня вечером я собираюсь, так что мне ни одного слова не говори, твое слово зря пропадет. Оказывается, она в этот вечер уезжала к Степану. Чтобы наша земля якутов расцветала красиво, чтобы мы, уранхаи якуты, жили счастливо, чтобы наша земля якутов вдаль и вширь по-прежнему простиралась, чтоб счастливая жизнь якутов в далеком будущем продолжалась, я жду появления великого певца и поэта. По души по велению вам предсказываю я это. Будет прямой его стезя, сердцем чист, духом не слаб, мудр и правдив, добр и храбр. Ложь ненавидя, ошибки искореняя, на мелочные обиды внимания не обращая, справедливыми мыслями не таясь, нападок невежественных не боясь, словом светлым, как серебро, будет проповедовать он добро среди всех людей. В краю отцов станет меньше камней, станет больше цветов, станет меньше тропок кривых, станет больше дорог прямых. Соотечественники якуты там и тут такому поэту почести воздадут. Есть такие люди, которые сцеплены с языком, с народом, с теми пластами, где рождается эпическое бытие народа, да, где происходит эпическое бытие народа, да, осуществляется эпическое бытие народа. Вот, конечно, эти люди, они устроены совершенно иначе, чем обычные люди. Это не значит, что они более счастливы. Но вот Тютчев, он же правильно сказал, да, что счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Да, вот,
Мы, например, живем минуты роковые, и кто из нас счастлив, да, но никто не счастлив. Очень мало вы спросите, вы счастливы, да, но кто скажет, что он счастлив. Так ведь Тютчев, он совершенно другой поэт имеет в виду. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Ну, вот счастье по Тютчеву. Счастье беседовать с богами, беседовать с теми высшими силами, которые призывают тебя к ответу. Но мы говорим, так сказать, что да нафиг мне нужно это счастье. Мне бы зарплату побольше, мне бы там, чтобы дети были здоровы, там, да, муж там здоров, жена, так сказать, там, красиво. Все, значит, так сказать, хорошо, да, вот это нужно. Так ведь не спрашивают, когда тебя призывают к ответу, что тебе хочется. Да? Если тебя призвали боги, ты должен с ними беседовать. И, конечно же, для любого, так сказать, человека это оказывается несчастьем, оказывается очень страшным. И только вот такие личности, они могли испытывать при этом счастье, они могли беседовать. Но когда мы анализируем их жизнь, нам кажется, что эта жизнь абсолютно несчастливая, абсолютно беспросветная. Как умирает Кулаковский, сразу, значит, так сказать, идет там ссылка Сафронова там на Соловки. Быть постреленным самострелом, набредя на него по ошибке. Быть увязнувшим в жирной земле по колено, быть замешанным в сплетни, заподозренным быть, преступление которого не совершал, быть причисленным к заговору, в котором не состоял, быть носителем злого умысла, о котором не знал, быть предлогом ложного наговора, который нельзя опровергнуть. Горько, обидно, несправедливо, стыдно, печально, некрасиво, убийственно тяжело, невыносимо. Было и такое, когда ему на помощь пришли друзья Емельян Ярославский, Максим Амосов. Тогда заключение Алампы в архангельской тюрьме было заменено на ссылку. Если жизнь только радость, острых мыслей в тебе не родится. Если жизнь только праздник, не думать ты будешь, резвиться. Если солнышко светит, забудешь про темные ночи. Если сыт, про голодных совсем вспоминать не захочешь. Коль добился ты власти, то к правде навстречу не выйдешь. Но наступит несчастье, и снова слышишь и видишь. Если время веселое, праздности, легкости больше. Если время тяжелое, умных рождается больше. Если страшное время и гибелью мужу грозится, то, поднявшись над всеми, гений родится. Амниподист Иванович, он пошел по советской линии. Он с самого начала пошел по советской линии, был даже комиссаром. Хотя почему-то комиссары все советским временем были и временное правительство, были комиссары. То есть это не рождено только вот там советской властью, комиссарство это. Вот. То есть он был чиновником советским, вот так скажем. Вот. И был, наверное, верил в эти идеалы, стремился своему народу помочь и так далее. Вот. И в то же время вот так взял безвинно, как в то время, совершенно какое-то непонятное, пострадал. Никогда я не понимал все до конца, до последней черты. Никогда я не был ни в чем уверен, что вот это именно так, а не так. Ни во что не проник я до самых глубин, ни на что не взглянул я во всю обозримую ширь. Но всегда, с тех пор, как помню себя, я желал, чтобы люди в свое счастье верили твердо. Я желал, чтобы радость людей была глубокой. Я желал, чтобы радость людей была широкой. Я понял все же, умом и сердцем поэта, что свобода дороже хлеба, воздуха, света.
поэт-символист. У него нету такого вот и в переводах Солоухина, и в переводах Шаргунова и других. На него нету такого слишком уж, ну, скажем, как было у Вознесенского, каких-то накрученных там, или даже вот у Маяковского, да, когда мы там... Он, напротив, пытался обратить внимание, не увеличивая пространство, хотя оно само по себе большое у него, да, а вот как бы приблизить человека к этому пространству, чтобы он увидел в деталях, вот, не в каких-то таких абстрактных символах, а вот в реалиях. Это же всегда и то, что у него как бы вся жизнь якута в его стихах, она обращена ведь к труду, не к какой-то абстракции. Это и охота, вот если вспомнить его стихи, ну и другие. Это и есть главное достоинство. Искры были малы, тьма была велика. На лету она искры сбивала. Сыроватая тьма, безграничная тьма их одну за другой поглощала. Огонь последние силы терял, белым дымком дымил, шипел, угольками стрелял. Огонь был мал, а тьма велика, трепетание последнего огонька. Если бы кто увидеть мог, что гибнет огонь, что гаснет костер, он его пожалел бы, он ему бы помог, и снова огонь разогнал бы тьму, все вокруг опять бы он осветил, все тайны ночи людям открыл. Кто придет? Кто придет? Кто придет? Угли раздует, дров соберет, чтобы здесь, где сыро и тяжело, стало весело и светло. В самых таких искренних и по-своему трагических стихотворений, это стихотворение, где он описывает необыкновенную тяжесть вот тех климатических природных условий. И вот так, как он это выразил, вот этот жуткий холод, от которого человек страдает, когда он живет зимой в своей маленькой этой юрте, то кажется, что он погребен могильным холодом, вот этим вот снегом. Вот это такое переживание, одно из сильнейших жизненных переживаний человека вообще. Вот холод, тепло, жара. Казалось бы, ну что, самое простое переживание. А вот он так это выразил, что это действительно стало таким, значит, темой для одного из самых сильных его стихотворений. И ведь в этом стихотворении есть такой конфликт, потому что, да, там очень холодно, где он живет, где он родился, и где ему суждено и жить, и умереть. И ему хотелось бы побывать в каких-то солнечных краях, в каких-то там, может быть, так сказать, южных сказочных краях, как та же Персия, потому что имя его святого – это персидский святой, а не Подест. Вот. Но все равно он заканчивает стихотворение, что нет, а он вернется к себе, он вернется сюда, он вернется в свою Якутию, потому что все равно будет другая жизнь, будет весна, будет солнце, будут птицы, будут цветы его любимые, будет любимый его Алас и маленькое озерцо. Воспою-ка я лучше в своих стихах, провозглашу-ка я громко вслух простого якута, простую якутку. Облегчу их положение, подниму их дух. Воспою я простых якутов, живущих на таежной поляне, обитающих на зеленом Аласе, с озером светлым посередине, живущих в маленькой юрте, от которой дымок постоянно кверху в небо струится. Для него всегда было вот то освобождение природы, вот те вот могучие таинственные силы, которые существуют, которые ищут выхода
и которые находят выход в поэзии, в слове человека, который прозирает другие совершенно глубины, другие пространства. И вот это осуществление, оно одновременно счастье необыкновенное для самого человека, который это произносит, который это делает. И это, конечно же, то счастье, которое он сообщает своим читателям. И, может быть, так сказать, вот большего-то счастья и не бывает. Уже не могу я подбиранием слов для стихов заниматься. К написанию стихов не могу днем и ночью стремиться. В написании стихов и в сверкании ума состязаться, огрызаться, и сдачи давать, и кусаться, и сердечными думами щедро по-братски делиться. Себе расточая был я отчаянным, но небо, сиявшее над моей головой, покачнулось и рухнуло, но смелость, пылавшая, как огонь, остыла, потухла. Она очень глубокая. Она, я бы еще добавил, это тоже и подразумевается, конечно, она очень народная. Она связана такими корнями, с одной стороны, конечно, с историей, конечно, с бытом, окружением, но с другой стороны, она связана со словом, она связана с теми верованиями, которые были в народе, она связана с высокой моралью. Народная мораль – это самая высокая мораль. Да, недаром так христианство основывалось в своих заповедях именно на народных представлениях, что хорошо, что нужно человеку для того, чтобы выживать. И в этом смысле вот все три великих классика это достояние, конечно, якутской литературы, но они достояние, скажем, нашей всеобщей российской литературы, они достояние были советской литературы в той части, которой это касалось. Это линии пересечения тех бурь и социальных, и там, классовых, и национальных, которые были в 20 веке. Бури не могли не оставить своих следов на их творчестве. Но вот все-таки, если они, каждый из них велик для народа, но они больше, чем для своего народа значили. А для этого тут уже роль переводчика, тут уже того, кто переводит, кто скажет. Ну, я очень хорошо знал Владимира Алексеевича Солоухина. Он иногда исчезал вдруг из Москвы, значит, потом я говорю, где ты был? Я был в Якутии. Я занимался высоким духовным делом. Действительно, его переводы вот связали якутскую литературу с русским читателем, с русским народом. Они были национальные писатели, и в то же время они были писатели всей нашей русской литературы. И нисколько не сомневаюсь, что и мировой, кто захочет постичь якутский народ, он должен прочитать этих классиков. Черный воздух, глухая тьма, мои смелые порывы, мои бурные мысли, словно шапкой накрывшие, разрядитесь. Черные сомнения, тяжкие огорчения, мои светлые чувства, мои ясные цели, как плитой придавившие, отодвиньтесь. В своих песнях я хочу воспевать, в своих мыслях я хочу благословлять все красоты родной природы. Хочу прославить словами, играя, все красоты родного края. Вы слова мои выслушайте, вы стихи мои выспросите, как Якутия дорога мне. Узнайте, в стороне от главной дороги, вдалеке от общей дороги вы меня одного не бросайте. Разве страсть во мне не кипела? Разве горло мое не пело? Разве новую жизнь я не славил? От души я пел, не лукавлю. А
теперь я один, как в застенке. Жду я, люди, вашей доброй оценки. Вы стихи мои прочитайте, одного меня не бросайте. Был слух такой, когда он умирал, лежал в своем этом маленьком домике и просил несколько раз, даже 3 раза просил, чтобы она пришла к нему. Она не пришла, не зашла даже, не то что зашла. Даже он просил, если не хочет зайти, да, пусть проходит мимо окон. Хочу посмотреть на нее. Ровно четверть века назад на железнодорожной станции Остапова завершилась жизнь еще одного великого человека. Писатель и его муза. Они являются источником создания выдающихся произведений мировой литературы. Но когда между писателем и его музой возникает неразрешимый конфликт, это оборачивается трагедией его жизни. Удивительным образом создается аналогия между судьбами классиков. Льва Толстого, ушедшего из дома от своей музы, и анимпадиста Сафронова, от которого ушла возлюбленная. Софью Андреевну не пускали к умирающему мужу, а угасающий Алампа так и не увидел хотя бы издали ту, о которой тосковала его душа.